Еженедельное совещание в правительстве начинается с самой актуальной темы – вакцинация против полиомиелита и кори, которая активно продолжается в регионе. Заместитель министра здравоохранения Ингушетии Аминат Настаева отметила, что в регионе привито от кори почти 7 тысяч человек, из них 5,5 тысяч – детское население. Из подлежащих дополнительной иммунизации против полиовируса более 72 тысяч детей вакцинировано 37 тысяч 67. При этом в период проведения так называемой подчищающей иммунизации против кори в медорганизациях созданы прививочные бригады, а участковые врачи проводят подворовые обходы. Та же работа проводится и с профилактикой полиомиелита. Прививочные бригады, это более 260 бригад работают и по участкам, и в медицинских организациях во всех, с отбором, тщательным отбором, сбором анамнеза каждого ребенка. Затронули на совещании и ситуацию с водоснабжением в регионе. На сегодняшний день перебои в подаче ресурсов фиксируют в верхней части Плиева и в 4 селах Малгобекского района – Сыгапши, Инарки, Новый Редант и Южная. По данному направлению Малгобекскому району мы осуществляем в постоянном режиме силами ГУП спецАТП подвоз воды в оперативном порядке, практически в круглосуточном режиме по заявкам жителей, как и для питьевых бытовых нужд, так и для технического использования осуществляется постоянный подвоз воды. Что касается подачи воды в Плиево, то до конца недели в Барсуке будут завершены работы по установке мини-каптажного колодца, который будет перекачивать воду в дополнительные резервуары. То есть мы решили вопрос Плиева решить локально, наполнять с помощью данного колодца данные резервуары и тем самым обеспечивать водоснабжение по внутрипоселковым трубопроводам. Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин отметил, что этот вопрос находится на особом контроле у главы региона. В скором времени премьер проинспектирует объект. А с 1 августа в Ингушетии заработал единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения. Таким образом, Ингуш-регион-водоканал прекратил свою работу. На новое предприятие возложены задачи по повышению качества обслуживания потребителей, обеспечения эффективной хозяйственной деятельности и не только. Коллектив у нас определен. Работа большая, сети нам передаются. Мы уже формируем аварийные бригады для того, чтобы задействоваться сразу. Взаимодействуем с администрациями, главами муниципального образования. У нас начало, и будем, дай Бог, качественно поставлять людям воду. Что касается весенней призывной кампании, регион 100% выполнил поставленные перед собой задачи. Сейчас в военном комиссариате готовится к осеннему призыву. Согласно новым поправкам в законе, повестки военнообязанным будут направлять в письменной форме и дублировать их в электронной. Неявка по повестке военного комиссариата до 30 тысяч, не явка военного комиссариата и не сообщение об изменении состава семьи, образовательного уровня или же изменение места жительства до 20 тысяч рублей. Военный комиссар республики Заурбек Гадабошев назвал фейком информацию о том, что ингушских срочников перебросили в зону проведения специальной военной операции. Речь, в частности, шла о братьях Садакиевых из Малгобека. При этом сам же отец Магомед Садакиев опроверг эту новость в интервью нашему телеканалу. В военном комиссариате напоминают, что в России действует указ президента России Владимира Путина о том, что срочники не будут принимать участие в СВО. Как и ранее я говорил, ребята наши, все, которые направляются служить, они все проходят службу на территории Российской Федерации. Сразу скажу, на территориях, которые, включенные субъекты, наши ребята не проходят службу, и туда никто не направляется. Но ребята могут служить, допустим, и в Брянске могут служить, и в Курске могут служить, и могут служить в Белгороде. Это все территория Российской Федерации. Тот же самый возьмем Крым. И хотел бы сразу сказать вот то, что мусолится, допустим, в средствах массовой информации, когда говорят о том, что люди, которые едут, допустим, служить в Брянск или в Курск, что это люди, которые едут на боевые действия. Это неправильно, это просто абсурд. 9 августа республика будет встречать у себя молодых спортсменов из подшефного Ингушетии Токмакского района Запорожской области. Вольники проведут в регионе 2 недели. По поручению главы проведена огромная работа по приему этих спортсменов, по проведению всех необходимых сборов, мероприятий, как культурного, так и спортивного характера. Значит, до 28 человек спортсменов, 5 тренеров и 3 сопровождающих, скорее всего, это их родители.
Сегодня республика готова в лице республиканского спортивного тренировочного центра готова их принять. В Ингушетии сохраняется пожароопасный период, который продлится до октября. Во все муниципалитеты уже отправлены рекомендации по данному факту. Запрещается в этот период заниматься поджиганием сухой растительности, а также выезды вот эти нашего населения, когда выезжают в лес там или на природу, что же самое, чтобы они соблюдали меры первичной пожарной безопасности. Если они разжигают костры, то уходя за собой, чтобы они непосредственно все это возгорание не оставляли, потому что оно может перекинуться потихоньку, тлеть, и из него может случиться большая беда. На совещании затронули и итоги ежегодного республиканского конкурса на лучшее личное подсобное хозяйство, который инициировал глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Всего на конкурс подали заявки 412 человек, из них во второй тур прошли 145 участников. После тщательной проверки комиссия определила 24 лучших личных подсобных хозяйств. Первое место разделили 2 конкурсанта, а это значит, что победители получат по 500 000 рублей каждый. Речь идет о хозяйстве Фатимы Плиевой из сельского поселения Плиева и Заурбека Бекова из селения Верхние Очулки. Обладателем второго места стала жительница Барсуки Галина Умарова, она получит 300 000 рублей, а третье место занял житель Назрани Беслан Гагиев, который получит 200 000 рублей. Еще 10 участников получат по 100 000 рублей, оставшиеся 10 по 50 000 рублей. Впервые в регионе проходит и фестиваль цветов, в нем принимают участие все желающие, у кого имеются цветники, палисадники, клумбы с красивым и оригинальным оформлением. Первый этап завершен. Первый этап проводили муниципальное образование на своих территориях. Итоги после того, как конкурсная комиссия на местах будут рассмотрены все эти заявки конкурсантов, они из них лучшие передаются в конкурсную комиссию республики, которая будет определять тот или иной победитель данного конкурса. Конкурс, второй этап продолжается, он у нас продлен до 28 августа. Активно Комитетом по делам молодежи ведется работа по подготовке к проведению молодежного туристско-образовательного палаточного лагеря БЭйни-2023. Он стартует 11 августа и продлится до 24 числа. 4 смены по 60 участников, а это 240 человек со всех регионов России. Количество заявок довольно очень много, там на одно место 2-3 человека уже претендуют. Само мероприятие начнется 11 числа, закончится 24. Место проведения является Столовая гора на высоте 1400 метров. Мы разворачиваем лагерь. На данный момент там идут подготовительные работы. Премьер Ингушетии Владимир Сластенин поручил усилить меры безопасности при проведении в регионе мероприятия, а также уделить особое внимание всем организационным моментам. Также затронули и ход реализации нацпроектов, запущенные президентом страны Владимиром Путиным, и которые меняют качество жизни граждан в лучшую сторону. Зелимхан Калоев, Юсуп Ханиев, Новости 24.